Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие зрители, сегодня, иншаллах, мы продолжаем с вами наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 6 букв арабского алфавита, которые после них отсутствует соединение. Эти буквы – даль, заль, ра, зай, вау и хамза. Мы говорили с вами, что после этих звуков отсутствует соединение. То есть, если эти буквы появляются в слове в начале и в середине, после них идущая буква пишется как в начале слова. Давайте напишем несколько примеров. Обратите внимание. Допустим, слово состоит из 3 букв. Буква даль, гайн и каф. Что нам следует делать? Нам следует вспомнить правописание буквы даль в начале слова. Обратите внимание, вот она. После нее соединение отсутствует. Буква гайн в начале слова, потому что после даль отсутствует соединение. Буква гайн в начале и буква каф в конце слова. И по пройденному этапу с прошлого урока мы сокращаем дистанцию, а здесь отсутствует. Итого в конечном результате у нас получается даль, гайн и каф. Так как у нас соединение отсутствует, оставили таким же образом, а вот эту дистанцию мы сократили на самое минимальное. Теперь, если задается такой вопрос, как же будет правописание слова, которое состоит из этих же букв, из этих 6 букв? Давайте напишем несколько примеров. Если слово, например, состоит из первых 3 букв, которые здесь написано, даль, заль и ра, как будет правописание? Вспоминаем правописание. Буква даль в начале слова. Буква заль в начале слова. Так как после даль следующая буква пишется в начальной форме. Буква ра в начальной форме. Так как после заль последующая буква пишется в начальной форме. Что у нас получается? Получается слово, которое состоит из 3 букв. Давайте попробуем еще одно слово, которое состоит из буквы зай, вау и хамза. Как мы говорили, буква хамза все время находится на стульчике, или на алиф, или на вау, или на я. Допустим, буква хамза является первой буквой и в начале слова, и находится над буквой алиф. Хамза, зай следующая буква, и вау, 3 буква. Как мы пишем? Обратите внимание, после хамзы у нас отсутствует соединение. И последующая буква, буква ра, будет писаться в начальной форме. После ра у нас отсутствует соединение. И буква вау, которая следует за буквой ра, будет писаться в начальной форме. И в окончательном результате у нас появляется слово из 3 букв, которое пишется точно таким же образом, без изменений. Алиф, ра и вау. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.